Все видеть, все понять, все знать, все пережить. Все формы, все цвета вобрать в себя глазами, пройти по всей земле горящими ступнями, все воспринять и снова воплотить. Максимилиан Волошин. Я рада вновь приветствовать постоянных телезрителей программы «Отрицание отрицания», а также тех, кто, возможно, впервые смотрит нашу передачу. Хочу напомнить, что первый выпуск программы «Отрицание отрицания» вышел в эфир ровно 2 года назад. С тех пор, конечно же, менялись и рубрики, и их авторы. И вновь премьера рубрики, которая будет называться «Домашний музей». Самые внимательные телезрители, возможно, вспомнят, что в нашей программе уже была такая рубрика. Ну что ж, будем считать, что все новое – это хорошо забытое старое. В сегодняшнем выпуске программы «Отрицание отрицания» речь пойдет о здоровье. Здоровье телесном и душевном. Я думаю, вы согласитесь со мной, что несмотря на все, что происходит в нашем мире, нет ничего дороже здоровья своего и близких нам людей. В трудные периоды жизни, не знаю, как вам, но мне помогают стихи, музыка и мысли великих, которые с течением времени становятся непререкаемыми истинами. Во времена Великой депрессии Франклин Рузвельт, 32-й президент Америки, в инаугурационном послании к стране, бывшей на грани всеобщей паники, произнес знаменитую фразу: «Единственное, чего нам следует бояться, это сам страх». К сожалению, часто бывает так, что мы слушаем, но не слышим. Смотрим, а не видим. А быть может, кризисы, которые происходят в нашей стране, даны нам для переосмысления существующего. Для того, чтобы, как написал поэт Максимилиан Волошин, все видеть, все понять, все знать, все пережить. Проблемы здравоохранения всегда волновали жителей нашего города Сыктывкара, что в древности, что сейчас. Наш рассказ сегодня пойдет о начале здравоохранения в столице Зырянского края. Надо сказать, что долгие годы в Усть-Сысольске вообще никаких больниц не было. Наконец, в 1815 году стараниями местного начальства была открыта первая больница. Но она была гигантская, на 2 койки. И лечили в этой больнице солдат инвалидной команды. А в 1819 году, через 4 года, поскольку то здание было не приспособлено, больница наконец обзавелась своим зданием за счет общественных средств. Она находилась на углу Спасской и Предтеченской, это современные улицы Советская и Куратова, вот в этом районе. Как видите, за 150 лет это место по-прежнему является одним из центров здравоохранения в нашем городе. За моей спиной находится здание диагностического центра. Дом, надо сказать, был мало приспособлен для больничных нужд. Постоянно жаловались больные то на угар, то наоборот на холод. Тем не менее, больница за буквально 10 лет расширила свой приемный покой аж на в 5 раз. А именно с 2 коек увеличила свою пропускную способность до 10. И обслуживалась она одним врачом, который вполне справлялся со своими обязанностями. Надо сказать, что местные горожане, особенно больницу-то, своим посещением не радовали. Ну, в частности, где-то в среднем за год она принимала 27-30 человек, это за год.
Причем ну, из них 4-5 человек так и умирали в больнице. Большинство уссурийцев предпочитало лечиться своими средствами. И вот такое достаточно, ну, в общем-то, жалкое существование больница влачила в течение 40 с лишним лет. Ее пытались перестроить, ее пытались улучшить. Приезжали комиссии регулярно обнаруживали, кстати говоря, хорошую постановку лечебного дела. В чем она заключалась, бог весть. Но, тем не менее, так благополучно на 10 койках больница существовала аж до 1870 года, пока за дело не взялось земство. Надо сказать, что земская медицина – это особая страница в истории медицины Коми края, но об этом, наверное, лучше поговорить в другом месте у сохранившегося здания земской больницы. Здание, которое находится за моей спиной, особенно близко всей нашей съемочной бригаде. Здесь родился и наш оператор, и наш режиссер, и дети, наверное, всей нашей съемочной бригаде. Это сыктывкарцы знают это здание как родильный дом, а вообще-то это здание земской больницы, построенное в 1916 году по проекту техника Сорокина. Второй этаж надстроен уже в советское время, в 1951 году. Это здание земской больницы завершило, так сказать, создание первого в Усть-Сысольске больничного городка, который находился вот в этом районе. Дело в том, что еще в 1870 году за дело народного здравоохранения взялось земство. И земство сделало очень многое. Было такое понятие «земской врач», как показатель качества и благородного служения делу здравоохранения. Вот как раз земство из старого здания перевело больницу вот сюда, купив здесь дом. Это было уже более приспособленное здание. Здесь был и больше персонал, здесь появились медсестры, фельдшеры, акушерки. Ну, здание, конечно, было большое, тут где-то около 30 коек было по сравнению с тем, что было раньше, прилично. Да и у сысольцев она пользовалась большей популярностью. Рядом была аптека, первая земская аптека в Усть-Сысольске. Но, конечно, время шло, здание ветшало, больных прибавлялось, а прибавлялось не потому, что сыктывкарцы больше болели, а потому что им все-таки больше доверия к медицине стало возникать. И, наконец, земство взялось за дело строить свою кирпичную, что было большой редкостью, земскую больницу. Вот она-то как раз и была построена, это вот кирпичное известное вам здание. Так что это здание служит делу народного здравоохранения уже больше 80 лет и продолжает служить, потому что в нем теперь будет помещаться медицинский факультет, где будут готовить будущих врачей. Вот так земской медициной и заканчивается, ну, скажем так, старый период в медицине Усть-Сысольска. Потом уже наступили новые времена, появился больничный городок, но это уже совсем другая история. Сегодняшний сюжет рубрики о самом главном, который я имею честь вести, я решил озаглавить
здравоохранение или здравоохранение. Пусть вас не пугает это название. Речь здесь пойдет, на мой взгляд, об очень важных для каждого вещах. А именно, дело в том, что жизнь сложилась так, что в последнее время мне очень часто приходилось лежать в больнице в последние годы. Началось это 4 года назад. И вот в чем я сумел убедиться на собственной практике. Дело в том, что за последние годы правительство нашей республики, за что я очень благодарен, построило замечательные медицинские объекты здравоохранения, простите за казенный язык. Например, построить замечательный кардиоцентр, в котором я лежал. До этого лежал в нашей республиканской больнице, в так называемом бывшем третьем отделении, которое когда-то называлось местной Кремлевкой, а теперь, значит, это общей терапией. И так далее. Я не стану перечислять все эти громкие названия. Что я сумел вынести в своем скромном человеческом опыте за это время? Меня приятно удивило то, что наши больницы, даже вот республиканская больница, благодаря стараниям Юрия Алексеевича Спиридонова, к которому я отношусь с большой человеческой симпатией, за бешеные деньги, за валюту, он в наше трудное время, он не постеснялся и нашел возможность оснастить все это совершенно гениальной аппаратурой. Благодаря этой аппаратуре, например, в республиканской больнице молодой талантливый хирург фактически меня вернул с того света, прибегнув к замечательной японской аппаратуре, которая позволила избежать серьезной хирургической операции там, с ножами, со скальпелями и прочей, ланцетами, а именно благодаря этой сверхсовременной аппаратуре удалить там, например, камушек печеночный, который засорил протоки желчного пузыря, простите меня за такие медицинские подробности, то есть это, знаете, разлитие желчи, механическая желтуха. Раньше в таких случаях просто вырезали желчный пузырь, и человек на всю жизнь оставался инвалидом. Но этого нет. Вот меня просто вытащили с того света, и я выздоровел. Но потом, леча меня дальше, ведь кому-то не понравился анализ крови. Я говорю, что же вы хотите? Человек принес механическую желтуху. Как же у меня будет идеальный анализ крови? Я раньше сдавал свою кровь всем, кому она была нужна, потому что у меня первая положительная группа, и крови у меня всегда хватало. То есть я был добровольным донором, часто, когда это требовалось. На этот раз, понимаете, меня с одной стороны спасли, хотя я ногой был на том свете, за что я очень благодарен. С другой стороны, вот мне стали делать такие внутривенные вливания, что меня фактически этими капельницами довели до инсульта. Не заметили этого, и хорошо, что наш невропатолог Сахарова Рита Ивановна, когда меня увидела, сказала, да прекратите немедленно инъекции. Хотя я чувствовал уже хорошо сначала. А теперь я вынужден ходить с палочкой, у меня постоянно кружится голова. Но у меня нету претензий никому. Я понимаю, что врач имеет право на ошибку. Но существует старинное правило еще со времен Асклепия, бога медицины в Древней Греции, откуда произошло из Булав. Первая заповедь – не навреди больному. В то же время я хочу сказать, что в нашей республике работает масса, не боюсь этого слова, много замечательных, прекрасных врачей. Причем меня радует, что многие эти врачи, работающие на уровне кандидата, доктора наук, это люди, представители местного населения, представители даже коренной национальности. Например, я очень благодарен Олегу Александровичу Туркину, который лечил меня, когда я лежал недавно в нашем республиканском кардиологическом центре. О нашем кардиологическом центре говорилось много. Я вам мог тоже говорить много и скажу отдельно. Дело в том, что это первое лечебное заведение, с которым я столкнулся, но которое напоминает мне самые лучшие лечебные заведения мира, о которых мне приходилось слышать. Например, это первое я сказал, что мне кардиоцентр напоминает американский военный морской госпиталь США во Флориде. Так вот, когда я попал в наш кардиоцентр, меня поразило приятно то, что это первая человеческая по-настоящему больница на уровне мировых стандартов, которую мне довелось видеть. Начиная с того, что там нету вот этой больничного сиротства, там прекрасное, яркое, цветное белье из натурального катона,
прекрасные больничные койки, прекрасные штативы для медицинского оборудования, в частности, для внутривенных вливаний, для капельниц. Из прекрасной стали, я посмотрел просто невольно маркировку Steinlay, там прекрасные фирмы работали, прекрасное импортное оборудование. И меня все это бесконечно радует. Там больной себя чувствует комфортно, там гениально готовят, там нет вот этой больничной байки, а там работают врачи-диетологи, там не нужно передавать бесконечные передачи из дома, там вкусные обеды, завтраки, ужины, понимаете, там всегда есть свежие фрукты, овощи, всегда все горячее, потому что обед подают на специальных таких термостатных подносах, вот, из полистирола, где сохраняется температура, и, скажем, если в это время тебе делают укол, или ты лежишь под капельницей, твой обед не остывает. Там прекрасная посуда, которую еще не успели разворовать. Вместо этих дюралевых ложек, извините, тюремно-солдатских, как было раньше, там прекрасные ложки, ножи, вилки из нержавеющей стали. То есть там хорошая человеческая обстановка. Там очень внимательные медицинские сестры, гениально делают всевозможные инъекции, уколы. Там прекрасные физиотерапевты, которые, все физиотерапевтические процедуры проводят больному комфортно, не заставляя его нервничать и дергаться, как это бывало в больницах раньше. Но в то же время меня поражает, на мой взгляд, тот недуг, которым страдают все наши медицинские учреждения. И какой же это недуг? Дело в том, что меня до сих пор не устраивает наше взаимоотношение между врачом и больным. Понимаете, какая штука? Подобно тому, что до сих пор, как в средних школах, у нас, не только у нас в республике, а по всей стране, большинство учителей чувствуют себя начальником над школьниками. Подобно этому в любом медицинском учреждении, где мне довелось побывать, врач чувствует себя начальником над больным. Вот я сказал, иначе я вас выпишу. Понимаете, врачу часто, хорошему специалисту, я не имею в виду Олега Александровича Бабок, это интеллигентнейший человек, но я говорю собирательно о многих других врачах, что врачу часто не хватает той самой необходимой внутренней культуры и интеллигентности, которая давно, в Октябрьской революции, была присуща, простите, любому земскому врачу. Потому что раньше среди земских врачей были такие люди, как доктор Антон Павлович Чехов, как доктор Вересаев, а позднее, уже в советское время, были замечательные врачи, работавшие на скорой помощи и в других медицинских службах, например, доктор Александр Розенбаум, который работал на скорой помощи, или доктор Василий Павлович Аксенов, мой добрый друг, известный писатель, или мой добрый знакомый Аркадий Арканов, и все они были интеллигентны. Я не говорю о том, что из каждого врача должен получить замечательный русский писатель или драматург, как Григорий Егорин. Нет, врач может быть просто врачом. Но, как вот сказали в свое время, сказано в русской литературе, поэтому можешь ты не быть, то гражданином быть обязан, вот так же точно, писателем может и не быть. Ты обязан быть просто хорошим врачом, потому что хороший врач – это всегда хороший человек. И подобно тому, как вот сейчас у нас педагогические вузы идут те, кто не попадет, хотя совершенно не предрасположены к тому, чтобы работать с детьми. Будь это детский сад, или будь это средняя школа, это же призвание. Подобно этому, по-моему, медицинский институт должны поступать не только те люди, которые хотят получить диплом врача, но люди, которые по-настоящему любят людей и гуманно, по-человечески с ними разговаривать и к ним относятся. Вот вам живой пример. Недавно мне довелось в кардиоцентре, проходить такую штуку, как компьютерная томография. Это интересная вещь, вас там, как египетского фараона, которого собирается его труп бальзамировать, кладут на такое ложе, поставляют вам, там приклеивают разные электроды в голове, там, в шее, кровеносным сосудам,
имена очень точные, компьютеры при помощи великолепной компьютерной техники определяют, что с вами случилось, в результате чего, ну, скажем, вы заболели. И скольких больных можно спасти при помощи этой гениальной аппаратуры. Я по образованию естественник, я биолог, мамолог, урбанист, по морским млекопитающим, по китам, моржам, тюленям. И поэтому мне приходилось заниматься в институте после и физиологией млекопитающих, их нервной деятельностью, причем и высшей нервной деятельностью, работой мозга, головного, спинного. И поэтому я подумал, Господи, если бы у нас в то время в руках была такая аппаратура, как бы можно было вперед двигать науку. А сегодня в нашей медицине сколько человеческих жизней можно спасти, скольких людей можно исцелить. Но для этого, мне кажется, все медицинские работники, должны быть по отношению к пациенту удивительно корректны, внимательны, вежливы. Такими, как были земские врачи у Антона Павловича Чехова. Мы знаем, что там много критических соображений и в рассказе ООН, и в других, но тем не менее русский врач всегда был гуманистом и культурным человеком. Они никогда не стеснялись, когда испытывали новые прививки, испытывали их в первую очередь на самих себе, когда делал, скажем, то же самое Сенькин, Мессин, Боткин. В свое время академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, которого я глубоко уважаю и чту, люблю его работы, как-то сказал: вы понимаете, трус может притвориться храбрым, скупой может притвориться щедрым, но интеллигентом притвориться нельзя. И с моей точки зрения, врач – это всегда не только образованный, а интеллигентный, гуманный человек. К сожалению, я это встречаю не всегда. И вот я хочу обратиться ко всем, кто решил посвятить себя медицине или уже работает в медицине, относиться к больным так, как к ним относился Антон Павлович Чехов, когда он был земским врачом, когда у себя в Терехово он создавал больницу, уже будучи великим русским писателем.
Наверное, каждый из нас в детстве что-нибудь собирал. Может быть, фантики из-под конфет, открытки с фотографиями известных артистов, спичечные коробки, камушки. Но с возрастом человек или становится равнодушным к этому занятию, или, что бывает реже, становится страстным коллекционером. Что коллекционировать, диктует нам социальная среда, мода, вспоминания детства и случаи. Но главный выбор делает он, коллекционер. Я думаю, можно переиначить известную фразу. Скажи мне, что ты коллекционируешь? Я скажу, кто ты. Ведь даже маленькая домашняя коллекция дает возможность лучше понять человека, его внутренний мир. История собирательства уходит в глубокую древность. Уже в античности собирали художественные изделия и торговали ими. 20 век видоизменил и расширил коллекционирование. Теперь мы можем увидеть самые невероятные коллекции, которые по праву можно считать маленькими домашними музеями. В своих рубриках я попытаюсь провести небольшие экскурсии по таким музеям Республики Коми. Сегодня мы побываем в одном из них. Я рада была познакомиться с хозяйкой коллекции игрушек-морячков Кларой Фадеевной Горбуновой. Сегодня мы у нее в гостях. Клара Фадеевна – человек известный в Республике Коми. Много лет назад она работала на Воркутинской студии телевидения, затем главным режиссером на гостелерадио Коми АССР. Клара Фадеевна, почему вы решили коллекционировать именно морячков? Ну, идея коллекции приобрести в доме принадлежит совершенно не мне. И вся эта коллекция, она спонтанно как-то была собрана. Эта идея принадлежит моему мужу. Он очень далек от профессии, допустим, моряка и от каких-то, так сказать, морских там, я не знаю, дел. Но вот всю жизнь он собирал, до моряков собирал всегда журналы об океане, о морях, там, о дельфинах, открытки, морская одежда старинных моряков, там, корабли разные, начиная, так сказать, где-то с самых там, ветхих и давних 16, 17, 18, 19 веков назад. Вот. И это какая-то тяга у него была к этому, но вот он не раскрылся, он не стал ни тем, ни другим, а вот любовь к этому морю, к океану, к этим вот принадлежностям, кстати, вот и куклы, мне кажется, стали просто панацеей его. В душе он все-таки был моряк. Вероятно, может быть, в прошлом был моряк, а не человек искусства. У вас очень интересные морячки из дерева. Вы не хотите о них рассказать? Ну вот, например, я почему на стол положила, мне хотелось просто показать вам эту игрушку. Я даже не помню сейчас, кто ее привез, она уж такая старенькая, тоже очень давняя, но мой муж был очень высокий такой и худой, а я, конечно, была с габаритами такая. И мне подарили, сказали, это вы пара на рыбалке, хотя мы ни тот, ни другой никогда на рыбалку не ездили. И, по-моему, с тех пор, значит, мой муж, Сергей Семенович, он сказал, давай заведем спиннинг и поучимся. Научились как-то с этим спиннингом бросать его на суше. Так замахнемся и в землю, замахнемся в землю. Все над нами потом смеялись над нашим рассказом. Ну, так и моряками не стали. В смысле, рыбаками. Так не стали. Не поймали ни одной рыбки. Я помогала, наверное, что ли, в доме создавать эту коллекцию. В основном это было дело моего супруга. Сейчас его 11 лет нету, так, по-моему, за эти годы, кроме вот этого, ничего не прибавилось. Ну, еще несколько подарков. Иногда такие вот подарки бывают, что один я приобрету, и вдруг приносит еще раз подарок. И вдруг еще. У меня, например, какая-то вот есть коллекция, где 3 партии. И мне даже не хочется их кому-то одну партию подарить,
Ну и пусть, думаю, будет по 5 штук в коробке их было, вот их теперь 15. Сейчас в домашнем музее Клары Горбуновой около 140 экспонатов. Куклы-морячки выполнены из разных материалов. Здесь есть деревянные и соломенные, резиновые и пластмассовые, глиняные и керамические. Некоторые из них имеют утилитарное значение. Есть, к примеру, солонка, перечница, салфетница. Клара Фадеевна условно разделяет свою коллекцию на 3 группы. Моряки-профессионалы, среди них адмирал и кок, бытовые моряки, тут и рыбаки, и ханыга, а также звери, морские волки и еж. Это американский моряк. Какие-то мне ребята подарили, моей подруги. Детки подарили мне этого ежика. Я его берегу, он мне очень нравится, но дети почему-то его очень боятся. Моя внучка, когда увидела, так и заплакала сразу. Так что я думаю, что детям не следует показывать моряка. В домашнем музее Клары Фадеевны много иностранцев. Дело в том, что хозяйка этой удивительной коллекции много путешествовала по миру. Она побывала во Франции, Италии, Турции, Дании, Испании, Греции, а также в Тунисе и Японии. И из каждой поездки Клара Фадеевна привозила куклу. Вот из Японии я ничего не привезла. В Японии моряков почему-то не было. Иначе я бы купила. Последняя наша поездка была в Данию. Я привезла оттуда вот этих вот. На последний, как говорится, доллар купила. Вот $1 протягиваю, говорю, дайте мне, пожалуйста, одного морячка. Она говорит, это много. Я вам 3 дам. Ну так, на своем языке. Мне перевели потом. Вот она мне 3 и дала. Так что такая память. И к ним еще вот эти флажки. Вот, датская коллекция. Этот вот моряк, он из Швеции. Вот моряк. Этот моряк из Англии. Английский моряк. Это тоже была круиз по Северным морям с заездом в Англию. Вот и в Лондоне я его купила тоже. Так что кто-то в поездках покупал джинсы и там еще какие-то вещи, а я покупал куклы. Почему именно кукла? С чем это связано? А я даже не знаю. Мне кажется, что это как-то отдает каким-то детством и какую-то приносит радость в душе, какой-то покой, радость. В общем, мы так зациклены, мы так в этой жизни много хлопочем о всяких там делах, что дома с игрушками веселее. В самых неожиданных местах квартиры Клары Фадеевны Горбуновой можно обнаружить игрушки. Сразу приходят на память строки из знаменитой оперы Чайковского «Пиковая дама». Вся наша жизнь – игра. Клара Фадеевна, для пополнения вашей коллекции я хочу вам подарить маленького мальчика. По-моему, такой у меня уже есть. Это прекрасно. Да, конечно. Вот он стоит. Вот он стоит. Ну, он моряк. Нет, это там он не моряк. Или моряк. Ну, очень похож. Спасибо. Это замечательное будет тоже пополнение нашей коллекции. Ведь от больших до малышей. Ну что ты падаешь? Я желаю всем завести в доме что-нибудь, такую коллекцию. Завести и собирать, и познавать мир через этих людей. Вот мне, людей, игрушки, мне, например, интересно после смерти мужа было перечитать его вот
книги по океану. Научные книги, они не художественные, они, так сказать, вот что-то океан просто, что такое океан, там, такой чисто познавательного характера носят эти книги, и мне было интересно перечитать их, потому что мне хотелось бы знать, почему он все-таки занимался вот этой коллекцией. Я там ничего так и не узнала просто, это чисто для, наверное, просто чисто для познавательный такой был материал для расширения, что ли, своего интеллекта. Возможно, так это было у него, я думаю, хотя он был довольно интеллигентный человек, и интеллекта у него было предостаточно, а в свою жизнь, так сказать, творческую он еще приносил вот разные вот такие вот вещи. Ну, я не думаю, что мы пошли с сыном по его стопам. Нет. Сережа, он верен был своим маркам, тоже забросил. И мне бы, конечно, хотелось пожелать, чтобы люди, которые начали какие-то делать вот свои коллекции, не бросали бы до самой старости это, не бросали, потому что, возможно, это приходит какое-то желание собрать, а потом это бросается. Я знаю таких людей, которые продали свои марки, я знаю таких людей, которые сейчас торгуют своими монетами. Мне жаль очень, что они так сыграли всю жизнь, потом им пришлось. Ну, наверное, это, может быть, что-то их заставляет в другое материальное положение. Я не состою ни в каком клубе коллекционеров, хотя такой клуб, говорят, где-то существует. Вот если я узнаю, то, может быть, когда совсем уже состарюсь и ничего, не смогу уже, так сказать, работать, то, наверное, вступлю в этот клуб. Над морскою тишиной, над крутою, над волной две вечерние звезды, две дороги, две судьбы, и одна из них зовет через волны на восход, а другая тянет к дому, снова в порт меня зовет. Дома долго мне нельзя, сердце просится в моря, посмотреть, как в океане начинается заря, но как только горизонт белый берег зачеркнет, меня снова тянет к дому, снова в порт меня зовет. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Я любимой объяснял, как лебедка тянет трав, она не хочет слушать, хочет, чтоб поцеловал. Я любимой говорил, как в моря своих ходил, она не хочет слушать, хочет крепкий, чтоб любил. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Если у вас появилось желание, чтобы в рубрике «Домашний музей» мы рассказали телезрителям о вашей коллекции или о коллекции ваших друзей, то в течение часа после окончания передачи вы можете позвонить по телефону 47 31 97 или написать письма по адресу 167 005, город Сыктывкар, Октябрьский проспект, 164. Программа «Отрицание, отрицание». Рубрика «Домашний музей». Я жду ваших писем и звонков. Всего доброго. До свидания.
Компания Комикор. Программа отрицания. Можно вам задать несколько вопросов? В вашей программе, разумеется, да. Скажите, вы любите осень? Вслед за Пушкиным, да. Осень всегда прекрасна. Осень? Да. Мне приятно осенью бывает, когда вокруг желтые листья. Да во всяком случае мне больше, чем лето она нравится. Осень, она навевает тоску. Смотря какой осень, такой, да? Ну вот как сегодня, например. Хорошая, приятная погода. Прекрасная пора. А вы знаете наизусть стихи или песни про осень? Про осень, ну не так сразу. Вот, Ань, ты знаешь, конечно, у Пушкина очень много. А сразу вспоминается ДДТ. Осень. Ну я петь, конечно, не буду, хорошо. У него очень много песен на эту тему. Сразу хочется в Петербург посмотреть на Болдинскую осень там. Осень? Не знаю. А вы? Люблю. А вы знаете какие-нибудь стихи или песни про осень? А вы? Я тоже уже не знаю тоже. Солнышко светит, вот это да, радует меня. Так и на улице хочется выйти, прогуляться. А солнышко, а меня, это самое доброе. Он балалайка играет, а я частушки пою. А про осень у вас ничего нет? Вот осень-то вот я вот не могу вспомнить, вот есть нет. Вот и я забыла. Песни и стихи, вот это, наверное, не знаю. Нет, не вспомню даже. Ой, уже не помню. В школе когда-то учил, сейчас уже нет. А ты знаешь какие-нибудь стихи или песни про осень? А в школе что, вы не учите ничего про осень? Учим. Ну ты можешь вспомнить наизусть что-нибудь? Я не учила стихи про осень. Приходит только из песни строчка. Осень, золотые листопады, ничего другого мне не надо. В тот год осенняя погода, стоял долго на дворе. Зимы ждала природа, снег выпал только в декабре. Наизусть нет, но и сильно знаю, но не наизусть так. Говорила роща золотая, за березовым веселым языком, и журавли куда-то улетая, уж не жалеют больше ни о чем. Чего жалеть? Ведь каждый день странен. Да. И вот дойдет, вновь оставит дом. Да. Когда-то знал что-то есенинское, но сейчас, по-моему, вот, из памяти все улетучилось, я не знаю почему. Осень, осень, вставаешь у листьев спросим, где он май, вечный май. А вы знаете какие-нибудь стихи или песни про осень? Точно знаю этого. Пушкин любил только осень. Летом комары да мухи. Вот даже Волдин написал полностью цикл осеннего периода, да. Между прочим, очень хороший. А вы сможете наизусть вспомнить хоть несколько строк? Ой, извините, пожалуйста, сейчас в данный момент я, может, не смогу вспомнить. Унылая пора, очей очарование, приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы увядания, багрец из золота одетые леса. Унылая пора, очей очарование, приятна мне твоя прощальная краса. Люблю пышную природу, видание, багрец и золото одетые леса. В устьях ветра шум и свежее дыхание, и мглой волнистую покрыты небеса. Унылая пора, очей очарование, приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы увядания, багрец и золото одетые леса. В их сенях ветра шум и свежее дыхание, и мглой волнистые покрыты небеса, и редкий солнце луч, и первые морозы, и отдаленные седой зимы угрозы. Но я вспоминаю скорее в данном случае не стихи, а левитановские картины. Между прочим, могу в связи с этим рассказать одну забавную историю. Однажды мне пришлось быть в Третьяковской галерее, в то время, когда там была экскурсия, организованная для школьников из горных таджикских кишлаков. И вот экскурсовод спросил их: ребята, какие чувства у вас вызывают левитановские полотна? Ну, соответственно, это пейзажи, напоминающие золотую осень. Они сказали, что это очень веселые картины. Почему, спросил их экскурсовод? Ну, потому что на них много воды, ответили школьники. Значит, для таджикских горных кишлаков, конечно, это, вероятно, очень актуально.
Так что видите, как по-разному можно воспринимать осень или витановские пейзажи. Поэтому, глядя сейчас вокруг, скорее вспоминаются все-таки не стихи, а, наверное, картины. Телекомпания «Комигор». Приветствует болельщиков «Спартака». Да. Скажите, вы любите осень? Да, любим. А вы знаете наизусть какие-нибудь стихи или песни про осень? Ой, что мы знаем про осень-то? Это мы знаем про Да. Да, ну. Макс, ну то что? Осень мне напомнила в душе о самом главном. И дальше я не помню. Но как-то так. Это очень прекрасная пора. Это самая лучшая пора человечества. Она потому что она дарит все. Когда у нас решаются свадьбы, когда у нас все всегда по осени. Листья желтые над городом кружатся, тихим шорохом нам под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится. А что не могу сказать в этой жизни? В этой жизни можно сказать все, и можно сказать ничего. А почему можно сказать все и можно сказать и ничего? Потому что в этой жизни мы живем. Да будет, да здравствует, извините. Счастья вам. Я желаю счастья.